Всем привет, друзья! Начинаем сегодняшнюю трансляцию. Третий день. Пикет. Якутск. Площадь Ленина. И вот сегодня стоит Дабан с плакатом «Свобода Александру Гаркушеву команду». Сегодня такой прекрасный день, солнечный. Стекло, снег тает. Вот первый человек подходит, спрашивает. Привет, Ольга. Настрой отлично, да. Это главное. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Вас Игорь. тоже, смотрю вас всегда. Спасибо. Ага. Все, поддерживаем вас. Спасибо. С вами можно сфотографировать. С той стороны. Ага. А кто будет фотографировать? Вы? Ой. А это Да. Ага. Чтобы его поместили. Можете, да, сфотографировать? А, вы заняты. Вы сами. Вот это очень хорошо. С вами тоже сфотографируюсь. Ой, не так, вон там солнце. Тут-то народу всегда мало. Ничего. Рабочий день. Ну это площадь. Надо такое-то мероприятие. Мы посмотрим, у нас могут быть еще люди появятся с плакатом. Народ. Здесь-то вот как бы такое место. Народ-то сейчас работает все. Ну и Понимаете, хорошо, всё. что работает, если Да. работает. Если есть работа, мы только рады, как говорится. Ну, работа все. такая, сами понимаете, Ну. да, зарплаты-то маленькие, а что поделать, работать там, выживать-то как-то. Вот так вот. Слова наши мучители. У нас тут в Якутии все дорого, чем в России. Все дороже. И у нас зима тут долгая, да? А вот эти квартплаты, вот эти, свой же газ, свой же бензин, и мы платим больше всех. В соседних регионах наш газ идет, и там дешевле этот газ квартплата. У нас тут самый холод, тут наоборот у нас все дешевле должно быть как бы. Ну, раз больше приходится Да, да. тратить на Да, это. да. У нас, Чтобы из бюджета Да. семейного. да, да. И одежда, зарплаты такие же, у нас же еще унты, там теплые, вот это все, Куртки. всё, вот эти машины, вот эти наши, все, вот это все дорого, бензин, гараж теплый обязательно нужен. Вот так вот, расходы вот так, выше, Понятно. чтобы было нормально. Ну ладно, ага, все, держитесь. Ага, Спасибо вам вам. также. Че, вы надолго к нам? Ну, Неизвестно, как известно, судьба, да? как Как судьба судьба, сложится. да, вот именно, правильно вы говорите. Да. Как судьба. Ну, как власть и судьба. Они Да. связаны теперь, власть и судьба. Ну вот вы приехали, видите, потеплело у нас. Ну, вообще, Потеплело, Да, вы может нам быть, тепло зимы не будет, тепло зимы при- не будет. Тепло к нам принесли. А как увидите, наверное, минус 40, как долбанет. Так что не уезжайте пока. Ладно, хорошо. Вот тепло, хорошо сейчас у нас тут. За вас, ага, вот так вот. Обычно-то у нас все уже сейчас. Холода, все. Понятно. Ну ладно, торопимся. Давай. Все, Всего доброго. Удачи вам.
Люди ходят по своим делам все, спешат куда-то, на работу, с работы. Все заняты своими бытовыми проблемами. Мало кого интересует, скорее всего, завтрашний день. То есть, в том плане, что там. Все считают, что от нас ничего не зависит. А я говорю, а вот выйдите каждый хотя бы, кто-то так считает, просто выйти на улицу в одно и то же время. И посмотрите друг другу в глаза. Спасибо, Виктор. Вы Халбан. Все, кто так считает, вот выйдите просто на улицу в одно и то же время, договоритесь. Не для какого-то митинга, просто чтобы посмотреть, какая масса людей так считает. А ведь все в этом и есть сила нашего объединения. То есть просто, чтобы можно было как-то отстаивать свои законные права. Спасибо, Татьяна. Конституция везде попрана, везде никто на нее внимания не обращает. Но когда судят человека, опираются на Конституцию. Хотя сами этой Конституции не придерживаются. Везде идет нарушение полностью. Вчера были в суде, по идее, должны разрешать, то есть не должны препятствовать съемке по поводу, ну, то есть, где проходит заседание судебное по уголовной статье, съемки не должны препятствовать. Это гражданский суд, как я проконсультировался с одним адвокатом, и он сказал, что вы можете снимать без разрешения. Но суд нам запретил, то есть там сказали, что нужно подавать ходатайство это отклонили. То есть они не хотели просто светиться на общественность, потому что совесть у них все равно где-то глубоко есть, и они знают, что они совершают противоправные действия. Поэтому всячески препятствуют тому, чтобы осветить то действие, которое они ведут против Александра Габушева и вообще против всех людей, которые мыслят не так, как им нужно, чтобы мы мыслили. Вот у нас тут сегодня еще мы с Дедушкой Морозом пришли снова. Может, он что-то скажет сегодня еще. Ну что ж, субботнее утро, солнечное, приятное утро. Отдельное спасибо вам. Отдельное спасибо за это Дедушке Морозу, за то, что светит солнце, как-то ушла зима, что-то пришла зима, что-то стало лето, спасибо партии за это, да, вот так, в советское время. Ну что, если вот мысль Игоря продолжить о суде, у меня, конечно, очень много впечатлений осталось. Представляете, мы заходим, нас очень много. Я вообще старался как-то последним даже зайти в зал суда, вообще подняться даже на второй этаж, пройти эту рамку, контроль. Там, ну я, чтобы как бы кто не был давненько, может быть не знает, надо пройти рамку. Это в целях безопасности. Надо показать содержимое своей сумки, причем открыть каждый замочек в этой сумке. Вот. После этого надо все карманы, после этого поднять руки для обыска. Почему? У меня здесь железная как бы молния, да? Видимо, она фонит, там загораются эти лампочки. Я прохожу по рамку, она светится. Все, я поднимаю руки, начинается просветка, что у меня под руками, что, как говорится, между ног там и все такое. Не пронес ли я в суд чего-то. Но реалии нашего времени, мы это все понимаем, ну просто, так сказать, когда очередь, когда полный холл, когда уже 10 минут третьего, 15, 20 минут третьего, а мы все еще не можем пройти. Я стою, меня уже люди спрашивают, так а вы что, в суд-то не пойдете?
Я говорю, да нет, я просто не привык без очереди куда-то ходить. Ну, люди сами же расступились, говорят, ну дайте Деду Морозу возможность пройти. Ну вот я прошел. Благодаря этому я оказался в зале суда, и там еле-еле нашли один стул. А людей-то больше, а остальные вообще в коридоре остались. Половина осталась в коридоре. И вот я когда туда зашел, там один стул, а из отряда еще был Айхал. Ну, кроме Игоря, значит, был еще Айхал. И мы на этом стуле вдвоем с Айхалом сидели. Вот знаете, есть поговорка, нельзя усидеть на двух стульях сразу. Это ерунда. На двух стульях можно спокойно сидеть одному человеку и сразу, и по очереди, как угодно. И лежать на них даже можно. А вот попробуйте два человека посидеть на одном стуле. Вот мы с Айхалом попробовали. Я, конечно, за час, не, больше часа сидения было на этом стуле. Это пытка, это такая, знаете, такая средневековая пытка. Сесть на кол, а у стула же есть эти боковинки. Сесть вот на такой накол и, как говорится, наслаждаться. Спасибо, Ольга. Вот. Я насладился вчера вот этим. И все только потому, что народа много. Адвокат просит, дайте, предоставьте нам помещение больше. Судья отклонил эту устную просьбу адвоката. Ну вот, майли, что ж. Да там на колени люди хотели садиться и вообще на корточках. Ну а как? Ну, долго же, не все люди могут стоять по стойке смирно. А предполагалось в суде, вы знаете, стоять тихо, не мешать ведению заседания. Судья говорил слабым голосом, его было еле слышно, он часто бормотал, непонятно, так сказать. Хотя в студии присутствовали там микрофоны. Да, хотя в зале судебного заседания на виду, так сказать, стоят большущие, чуть не с мою голову микрофоны. И все провода идут по полу и по стенам. Ну, казалось бы, современный-то век, это же все занимает вот столько места, все усилители. Ну, включи 3 кнопки и пустим. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это мы ведем прямую трансляцию, и вы уже в кадре. Вы в кадре можете, да, в кадре, можете махать рукой. Конечно, вы прямо сейчас в кадре. Все, вас видят. Ну и вот, если заканчивать заседание в самом суде. Вот чисто так внешне, представляете, 3 человека, 3 в форме, ну, судебные приставы, конечно же, они ребята бравые, они, ну, достаточно вежливые, бывает и хуже, одним словом. Я видал в суде и похуже. Достаточно вежливые, но они постоянно ходят, как надзиратели над людьми. Представляете, почему у меня ассоциация с концлагерем? Потому что они ходят вот так вот вдоль всех сидящих и стоящих. И внимательно смотрят на их руки, на их карман, не достает ли кто-то гаджет. Но знаете, сидеть на суде и чувствовать внимание надзирателей, конечно, у меня ассоциации концлагеря возникли. Я понимаю, что Россия и общество у нас не концлагерь, ну что там говорить. Но элементы, скажем, вот такого контроля, как в колонии, как в местах заключения, они были. И там такой момент был еще интересный. Когда секретарь попросила подойти с паспортами и записать в журнал присутствующих на заседании суда, по одному судебные приставы взяли под контроль этот процесс, а у него рация такая, с такой вот как бы антенной черной, и он этой антенной показывал на сидящих в зале и говорил: вы проходите. Я сразу понял кадры из концлагеря, да, когда немецкие офицеры своей тросточкой, знаете, там некоторые были офицеры, ходили вот так с тросточкой такой, и они показывали на ряд заключенных и говорили: выйти из строя. Ну, вот так по фильмам, так сказать. Ви. Ну, некрасиво это все было, как бы. Это вот вопрос к тем же нашим законодателям, понимаете? Вот сейчас современный уже век, 21-й. У каждого, вы знаете, что уже современный смартфон лежит в карманчике. Ну, должно меняться, поспевать и законодательство. Почему только аккредитованным журналистам можно? Сейчас гражданин, он практически любой, это журналист. Он может в любой момент начать съемку, репортаж вот с этой площади, в машине, дома у себя, да где угодно. Он может начать репортаж. Все как будто уже
Все люди уже теперь журналисты. Это и по Ютубу видно, но миллиарды человек уже, как говорится, миллиарды журналистов. Вот и пожаловали Да. сзади. Вот, пожалуйста, как говорится, Вот. законодательство должно поспевать и разрешать использование вот этих средств связи и информации друг с другом, коммуникации в обществе. Вот раньше говорили, почему степные народы были передовыми. Да потому что они на лошадях, вот давайте пойдем, тут у нас будут проверять сейчас у нашего пикетчика, видимо, документы, как положено, документы спрашивать, возможно, подписать там необходимую бумагу и так далее. Вот мы поприсутствуем тут немножечко, ну, как видите, В порядке. вопрос. Ну, все же мы спросим у самого Дайбана, какой вопрос задали? Сколько будет стоять, сколько времени стоишь. Да, понял. Ну что, с правоохранителем, конечно, они должны интересоваться. Вот. Но вчера документы проверяли, сегодня, видимо, решили не проверять. Но стоять мы будем до 13 часов. Кстати, это и нам полезно напомнить, что надо время пикета одиночного сообщить. Да, мы с 12 до 13 сегодня днем, ну, в общем, это полдень, прекрасное время. Воскресенье завтра выходной, как бы общий даже вот в отряде Может, выходной. лучше сделать понедельник выходной? Ну, почему, я не знаю, но мы подумаем, все же решается по ходу, может и в понедельник выходной, хотя вот рабочий день, он как бы, привыкли мы, люди советские, да, понедельник это рабочий день, Но дело первый. в том, что в воскресенье больше народу должно двигаться здесь, по очень. Мы сейчас советуемся с людьми, с местными горожанами, как говорится. Они говорят, надо там стоять, где больше народу. Ну, где больше народу? У торговых центров. Люди идут в торговые центры, у них задача купить что-то, отдохнуть, фильмы посмотреть, в кафешечку заглянуть, продукты взять, там по хозяйству, там списки у всех, что надо закупить. Ну, в общем, они заняты семейными такими вопросами, которые в рабочие дни им некогда решать. Может быть, где-то политика отходит действительно на второй план. Ну, не знаю, мы еще посоветуемся. Но, по крайней мере, одиночное пикетирование будет продолжено. Так вот, люди советуют, когда где больше людей. Понятно, может быть, у нас будет 2 пикетчика где-то еще в городе. Может, 3, может, весь отряд однажды. У нас краски хватит, бумаги хватит. Весь отряд в разных концах города будет проводить одиночные пикеты в разных местах, члены отряда. Может, сами горожане присоединятся и будут в разных концах города проводить. Может, все может. Зависит это больше-то не от нас, не от меня, не от Игоря, не от Дайбана, а зависит это от горожан. Если они согласны вот участвовать так, ну, будем участвовать. Понимаете, мы все время слышим вот эту фразу, мы вас поддержим, но участие в публичном мероприятии, это немного другая ситуация, и человек всегда, вот не зря же даже иногда нас просят, чтобы в кадр не попасть, еще куда-то. Ну, не зря, люди привыкли к тому, что участвовать в публичных мероприятиях вот такого характера, скажем, когда критикуется власть, когда власти делаются замечания, одним словом, когда власть не хвалят. Вот когда власть хвалят, тогда все хорошо, тогда все тысячами выходят на демонстрации. А когда власть не хвалят, вот тут все думают, а не опасно ли это? Это в принципе не опасно. Наоборот, это не только не опасно, это полезно, нужно, это ведет и к развитию общества. Вот когда хвалят, общество не развивается. Гражданское общество развивает, когда критикуют. Вот только тогда, когда на недостатки показывают и пальцем, говорят о них вслух, говорят публично, а не на кухне. Вот только тогда общество принимает меры, старается где-то исправить какие-то, законодательно исправить. Для этого депутатов мы выбираем, чтобы они исправляли. Вот когда критикуют, тогда польза для всех получается. А когда хвалят, тогда польза для одного, которого хвалят. Ну, ему приятно одному, а общество стоит на месте, не развивается, экономика стоит на месте, проблемы не решаются. Жизнь у людей-то не улучшается, когда одного хвалят, а обо всем молчат.
Поэтому это дело, это очень полезное дело, участвовать в публичных мероприятиях гражданского характера. Но, как говорится, Предлагают взять кому-нибудь интервью, что они думают по поводу Саши, по поводу вообще жизни своей. взять интервью у людей, которые проходят, Да, то есть почему нет? напрямую к ним: остановитесь, пожалуйста, мы хотим узнать ваши сокровенные желания. Я обычно-то, я же знаю, что такое интервью, да, тем более профессионал. Вот так вот на ходу, с человеком, который шел по своим делам, думал о своих проблемах, вот на ходу к нему подскакивать и начинать задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о правительстве и президенте? Ну, человек в лучшем случае он просто проволчит, а в худшем случае он того, кто спрашивает, отругает. Понимаете? Поэтому давайте так, вот если люди хотят поговорить с нами, мы здесь на площади, никуда не убегаем, целый час стоим. Кто хочет поговорить, пожалуйста, поговорим откровенно обо всем, и об отряде, и об Александре Габыше. Но я бы вот сам, я привык уже не навязывать человеку, там, не приставать к нему. Если он обратится, тогда уже говорить откровенно и обо всем. Ну, посмотрим. Формы проведения пикета одиночного, сам пикетчик стоит, а мы уж как члены отряда, мы можем какие угодно делать. Может, подойдем к кому-то. Будет. Вот митинг, когда будет. Вот смотрите, митинг — это более удобная форма для интервьюирования. Люди пришли, там можно говорить, как говорится, можно громко говорить, можно делать заявления, можно открыто. Это митинг, там, как говорится, можно говорить. А так не говорить можно, Вот что сейчас троллик получится. прилетел. Я говорю Игорю, Игорь передает, транслирует другим людям. Вот на пикете, я также мог бы и вон в том углу говорить, и там говорить, и где угодно. Но это немножко не обмен мнениями, что ли. Это вот я говорю и все. Обмен мнениями на митинге. Там выступающие, они записываются, они выступают. Вот где люди должны говорить открыто и громко. Там даже микрофон, может быть, будет. Открыто и громко о тех проблемах, которые их волнуют. Вот она форма, специальная форма проведения публичного мероприятия — митинг. Поэтому 26 числа он должен состояться. Вот это лучшее место для того, чтобы сказать то, что волнует, в смысле, в гражданском отношении, по поводу и власти, и экономики, и проблемах, которые в городе. Мы живем в так называемом 17-м квартале. Я не знал, цифра хорошая, где мои 17 лет и так далее. А оказывается, как мы вчера едем, нам рассказывают, что это самый такой квартал, самый трущобного характера. Но внешне видно, да, там бараки стоят деревянные, покосившиеся. Я давно не видел барак, я по северу много летал, много их видел на севере. А их действительно там много до сих пор. Недаром Путину задают и вопросы про эти бараки, так сказать, когда наконец мы переедем из бараков. Вот. Но в Тюмени все же вот такого количества, как в 17-м квартале, я что-то не припомню. Может быть, я мало по Тюмени езжу. Может быть, в Тюмени тоже есть 17-й квартал. Для меня уже как бы это стало каким-то нарицательным таким. 17-й квартал — это квартал трущоб. Это как бы образ трущоб. Да, там бараков много, вот я посмотрел, один за другим идут эти двухэтажные косые деревяшки. И люди говорят: вот мы поселились, когда были молоды, в эти бараки, вот уже женились, дети выросли, мы уж внуков нянчим, все в этих же бараках. Вот в этом 17-м бараке концлагерь-то ассоциации дают о себе знать. В 17-м квартале нас хотят пригласить на встречу. Я с удовольствием приму участие, да. Мы с жителями 17-го квартала. Мы в нем живем, кстати, наш отряд живет в 17-м квартале. То есть мы сами теперь жители 17-го квартала, жители трущоб. Кстати, там есть хорошие дома. Если брать не бараки, а вот коттеджи, очень неплохие дома. Я сейчас отдам микрофончик, отвечу на телефонный звонок. Да, Дед Мороза можно слушать вечно. Я забанил уже без этого.
Народ Саха, просыпайтесь. Вот истинный сын своего народа тоже. Байдан, Бадан. Да, мы уже тоже к этому выводу пришли. Да, у нас богатейшая страна. Каждый регион в отдельности чем-то богат. Якутия, Бурятия. Якутия, алмазы, золото, нефть, газ. В Бурятии там, как его называют там, нефрит, по-моему. Тоже очень ценный материал. Тоже очень много, богато полезно ископаемая земля. Иркутская область. Все это может быть даже автономно. Развиваться вполне. Это мать какая. Пацаненок. Да, потеплело, Петр. Местные жители говорят, из-за вас, говорит, потеплело. Вы, говорит, тепло сюда привезли. Спасибо, Алсу. Да, плюсовая температура, вот вода тает на асфальте, на плитах. Всем привет, там в Бурятии привет, кто смотрит. Дима Баиров, привет. Петр Дундуков, Виталя, Спасибо. Лена. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Люди с моего Всё, театра, всё. привет всем. Мгм. Спасибо. Звонил из Бурятии, шаман. Звонил из Бурятии, шаман. Имя на слух очень трудно мне произнести, но в переводе означает «восходящая луна», новолуние. Такое, вот как оно звучит, примерно так. Хихдаль, как-то вот так вот. Ну, я не буду коверкать имя. По-русски это означает новолуние. Он сказал, что мы поддерживаем, и более подчеркнул. Говорит, Александр Прокопьевич настоящий шаман, так сказать, 2 раза. Настоящий шаман. Ну вот, в звонке в этом. Нас поддерживает, желает нам как бы успехов. И мы, говорит, смотрим тоже по Ютубу, переживаем. Ну и держитесь, как обычно, держитесь. Ну, спасибо вот позвонившему человеку из Бурятии. Ну мы-то, как видите, держимся. Мы же
и держимся, и стоим, и у нас все в этом смысле вроде как неплохо, так сказать. Ну а как уже повернется судьба, Да, Наталья, можно? повернется судьба, так сказать, ну что ж, будем глядеть, будем смотреть и по возможности будем стараться в судьбе внести, в линии, в развитии судьбы внести положительные, позитивные какие-то повороты в меру своих сил, насколько мы сможем это сделать. Да, они все поддерживают. На мистическом уровне все поддерживают. Они просто это особо не афишируют. Просто вот сейчас при этом задержании Александра Габышева не заметили люди, что очень много стало уходить полицейских в мир иной. Просто действуют силы, которые стоят за шаманом, они гневают и сами не ведают, что творят. Вот сейчас у полицейских стояли, убежали, боятся наших камер. И вообще гнева богов они должны уже начать бояться тоже, те, до кого это еще не дошло. Это не сам шаман делает, это силы, которые за ним стоят, делают. Просто происходят какие-то несчастные случаи с теми людьми, которые противостоят. Вас Илей, да, привозят? Нет, Нет? у нас есть вот Дабан, мы с ним ездим. Я думала, что вы с Илей в машине. Нет. Я вчера вас там звук убрала. Я вчера вас караулила около суда по 45 минут. А где ваш Сергей Тихий? Посмотрела, как он легко одет. Он сейчас Саша шаман. А, Саша остался. Да, туда уехали. Диму, Витязя, ну никуда. Дед Мороз новой куртки Да. подаренной. Дед Мороз новой куртки. Ясно, не обратила внимания вчера. Вчера вы тоже не были, да? Это подарили. Да, мне там действительно не вышибчешь. Там недалеко вот Саша Шамана живет. Покажите, говорит, тетю. Тетя разговаривает. Живет там сосед один, он посмотрел, Добрая и тетенька, да. с супругой они Ну, она не приехали. хочет в камеру попадать. С супругой приехали и говорят, вот примерите. Я примерил, и что-то уже снимать не хотел. Хорошая куртка такая. И чувствуется сразу, как она такая, она же ее не продувает. Это китайский. Крутецкая куртка, говорят. Вряд ли, там шерсть очень хороший выдел. Я не Ну, а знаю. китайцы сейчас молодцы, тоже хорошо делают. Они Да, вот всё, китайцы всему да. научились. Они нос по ветру хорошо держат. Им позволяет размножаться, им позволяет расселяться по планете китайцам. Они в этом отношении. Позволяет усовершенствовать свое производство. Ну, потому что такая, ну, как бы, люди, которые не будут сопротивляться какому режиму какому-то. Я Они помню, просто если не ошибаюсь, прирожденные, так скажем, лидер рабы. Китая Дэн Сяопин попросил выдать каждому, кто хочет развивать свое производство или аграрное какое-то хозяйство, каждому по 10 тысяч юаней. Ну это по сегодняшнему курсу это где-то $1000. Ну каждому, кто заявку подаст. И сказал примерно следующее: да, из них как минимум половина эти деньги потратят неэффективно. Но другая половина сделает из этой 1000 тысяч. Ну и так и получилось. Вот мудрый лидер практически повернул экономику Китая вот к развитию. Вы сегодня Габышев очень много для народа сделал, кстати. Зря вот так. Люди начинают просыпаться, очень много людей начинают думать, то есть объединяться где-то. Это еще только начало. Вы хотите, чтобы все сразу произошло. Вода камень точит. под лежачий камень вода не течет. И под лежачий камень вода не течет. Сидеть и диванные комментаторы там Да. какие-то свои Оскорблять. что-то. Это каждый может. Это намного ума не нужно. Так, я тут цветочки какие-то принесла. Мало ли, вас же там много.
Может пригодится. Да, ну, мы покажем свитерочки, Да нет? не надо, зачем надо? Надо. Конечно. Вот, вас там много еще прибудет. Там тоже. Сколько человек? Пригодятся, пригодятся. Да, конечно. Как холода настанут, Да, как да, вот вот солнышко, вот да. это вот. Игорь, ты говоришь, будете еще там как тимуровская команда работать, Да. помогать. Мало еще дрова поколоть, воду поносить. Спасибо вам огромное. Это вот от Деда Мороза, это, как говорится, раз я принял подарок. Дед Мороз обычно с мешком ходит, подарки дарит. Я вчера вас караулила около Ну. около суда. 45 минут простояла. Я думала, вы на машине подъедете с Ильеем. Нет, мы вовремя так подошли. Ну, Привет, там Иннокентий. долго заседание. Привет, Нет, привет. Я не думала, что открытое заседание будет. Я на улице там стояла, ждала, замерзла, пришла. Спасибо вам огромное за, А потом за пришла, теплую одежду. пришла потом увидела, что вы уже в новой куртке, и оказывается, вы пикетировали здесь. Да. И отсюда потом сразу пешком пошли в суд, да? Спасибо вам большое. Да нет, я еще хотела, думала, вам постельное белье, может, там надо, еще там что свитерки, Ну. подштанники, там, даже какие-то вниз. У меня 2 сына и муж. Может, номер телефона Ильи, кто у вас на машине-то там, чтобы подъехали, Ну, забрали? Можете мой телефон записать, позвонимся там. Вот если вы телефон оставите, мы, конечно, может быть, позвоним, как говорится. Все дело в том, что вот мы когда поселились, да, я, Игорь, Ну, вас 5 Татьяна человек там. Тимошенко Дайбан, передает там вам квартира. спасибо Пять тоже. человек. нам те, кто нас поселил, они предоставили постельное белье и так далее. Ну, кто остался у Саши, вот там для всех, конечно, там Они не... же вас же еще приедут все равно. Да, и там много, и сейчас всё равно. приехало И- много. А кто еще сейчас приехал? Ой, так приехал же и Кирилл А, ну приехал. Кирилл, Паша. И Локи приехал, ну да. Паша, Там, да. да, это Дима с женой, с Сашей. там, Вот ну, Дима это- с женой-то вместе с нами, они в доме. У них много, так А сказать. Дима с женой, по-моему, с Игорем, да? Ну да, они С мы вами нас вас там, поселили вас там. там провожали. Да, нас- Владимир там еще Да, кто-то да, вас- Владимир и Абакоев женщина- нас провожал. Кстати, привет тебе, И, Владимир. И женщина там еще какая-то была. Там, да, была Лена, Виталя, Я же всё еще время шаманка смотрю. Я наша засыпаюсь и там, просыпаюсь. Лиля с ЛЛД, белая шаманка. Я, А знаете, вчера какая-то была еще шаманка или кто там с Москвы, Елена какая-то А, солнечная, что ли. А кто ну, она такая? Я даже не знаю. если честно. она вроде сказала из Москвы. Ну да, шаманка какая-то. Да, Психолог. Ирина, нет, забыл Елена как, сказала, ну Елена, солнечная. Елена Солнечная. Елена Солнечная, да. Ну я не знаю. Она вроде и на суде сидела. Она на суде была, да, на суде была. Это не та шаманка, которая собиралась пешком идти из Москвы сюда. Ну, стая волков ходит. Надо ты. Нет, я вон туда. Да, Игорь, нет. Да не, Они ну как- оскорблять не надо, не надо. Как, Это как- ассоциации другого Просто типа. я говорю, как стая волков. А, как стая волков, ну это еще может быть, да. Сегодня хоть тепло, народу мало. Сегодня замечательно. Но вещи, они вот только подует холодный ветер, Да, и скоро всегда похолодает думаешь же. о том, что... Да, что-нибудь бы нацепить. Не, вы, пожалуйста, не беспокойтесь больше. Может быть, кто-то другой, если что-то надо будет, вы и так уже внесли. Да, ну, Мы стараемся сейчас максимально уменьшить какие-либо затраты Ну да, чисто тоже верно. финансового ну, я характера. смотрю, вы там и работу ищете, там тоже кое-кто, да? А уже работают. Ну, вроде бы... Уже- из уже Москвы сегодня- Паша на бензоколонку Сегодня собирался. ночью уже, вот я вам по секрету скажу, по секрету, ну для камеры, Ага. Один из нас сегодня уже работал ночью, зарабатывал деньги, заработал 800 рублей за ночь. Так что мы стараемся, ну вот Да, Юрма, есть, конечно, как-то дом. максимально Есть, сэкономить, вот, что- Есть дочь. вот так-то человеку, Сын чтобы он есть. просто жил, ну что надо, хлеб, допустим, да, чай, Жены нету. сахар, Я вдовец. простейшая капуста, да, и все. Ну там Ну, морковка наверное, такая, ну тушенку банки. С В города принципе, Искута, это Иркутской все области. очень недорого. Если это есть, можно и не беспокоиться. Дальше надо, что патрулируют? бензин для машины, ну как обычно. Так у вас одна или две машины? Ну одна. А я думала, Ильей вас возит. Ну он тоже возит. Не Элей. Да, Альфал. бывает так в жизни. Одна. Но мы не так много передвигаемся сейчас, только по городу и все. Вот сюда. А у вас до какого-то будет где-то эти машины?
Пока у нас даже нет конечной даты. Мы живем в перспективе Иркутская аж область, надолго, город Иркутск. надолго. Мы не готовимся через неделю уехать, через месяц. Мы даже об этом не А думаем. видит неизвестно кто. Неизвестно. Ну, 26-го. Но митинг 26-го, да. Ну, это, наверное, в аэропорт, скажем. В сквере Гагарина, как всегда, что подальше. Не знаем пока. В судьбе шамана ничего пока не решил. Более того, вчера и позавчера, вот особенно 2 этих дня, было даже тревожно очень за его Ну, судьбу. я смотрела ролик. Да. Очень Вчера тревожно. ночью спали все. Сергей говорит, в 5 часов уснул, или 4. Остальные все. Мы сегодня будем еще беседовать с вашими активистами, мы будем планировать. С Ускамой, да? Да, Она да, депутат она... Тимтумена, У вас молодец. в городе есть, оказывается, замечательный депутат. Вот вы Да, я знаете, сама у нас так в знала. Тюмени такого нету. Вот нету Я в сама областной. удивилась, что она не Вы испугалась. нас знаете, какие в Тюмени депутаты? Он встает на заседание областной, ну как бы уровень региона, и говорит, воровать надо красиво. Вот представляете, депутат, который говорит, воровать надо красиво. Вот такие у нас депутаты. Спасибо, Алсу. Так вы втроем. Он научился воровать красиво, он гордый. У него 400 Где есть у миллионов. вас в Якутии Наворовал. жилье, Ирма? В Якутске? Красиво Это наворовал. из Челябинска убежал, там с миллиардами там, да? С А этот, Челябинска, да, этот, губернатор там. а эти с миллиардами тоже красиво. А Да. вы не видели ролик такой? Шел шаман. Шел Нет. шаман. Знаете, на музыку Соловьева Седова шел отряд по берегу. Помните песню? Шел «Прощался»? отряд. Вот это шел Отряд шаман. по берегу. Да. А тут женщина какая-то или девушка, не знаю, свои слова положила на эту музыку. И мне вчера скинули такой ролик, шел шаман. А надо послушать, вот освободимся вечером. Найдем, послушаем. Ну дайте свой номер, или у вас вот этот, который вы писали, если что, я Да, вам скину. он есть, да, вот этот номер под видео, который Ну вот мы который выкладываем. позавчера, вот, да, вот, Да, он показывали. может быть номер для связи и А для... в WhatsApp есть? Он и в WhatsApp есть. Да, Есть, Вера? есть, Ну, есть. этот номер в WhatsApp Есть, да? есть. Ну ладно, я сама-то не умею, а сына попрошу, чтобы Есть. и тогда вам скину этот ролик. Это мой номер, поэтому он везде есть. Ну скину тогда вам этот ролик. Да, давай. Шел шаман. Шел шаман по берегу. Нет, там по болотам, через леса болотам, да, шел да. шаман. Хорошо. Нормально так. Ну ладно. Ладно, Ну, спасибо ладно. вам. До свидания. Спасибо большое, Дедушке Мороза. Ручку пожать. Ну ладно. Спасибо. Хорошо, счастливо. Хорошего дня вам. Ну, город живет своей жизнью. Пока тепло на улице, хорошо. Потом скоро настанут здесь трескучие морозы. Такого оживления уже на улице, наверное, не будет.
стесняется подходить, где-то может даже поддерживать внутри. Но стесняются, закомплексованные где-то. Сложно это, конечно, вот так вот. Я сам по себе знаю, что это такое. То есть сам до недавнего времени был вообще слово из меня невозможно было вытащить. Мне и сейчас, в принципе, сложно что-то как-то излагать свою ясную мысль. Но приходится учиться этому. Потому что это пока можно словами что-то как-то выразить свои мысли. Действия мы же не можем объясняться жестами. Что-то кому-то... Ну, конечно, при некоторых случаях приходится жестами кому-то объяснять, возможно, ногами. Но в основном наш язык — это слова, слово. Конечно, сомнительно, что мы можем достучаться словом до правительства. Но мы не эту цель преследуем. Мы преследуем цель, чтобы как-то люди начинали обращать внимание на то, что происходит. И начинали включать мозг. Может, уже пора избавиться от телевизора, хотя бы его выключить, подумать недельку-другую. Очень сильно очищает сознание, если выключить телевизор. Вчера мы встретились, одна бабушка пришла тоже поддержать Александра Шамана, но она не ходила на заседание, она просто пришла поддержать, ну там внизу не проходила через полицейский контроль. Просто 70 лет где-то бабушка старенькая. Телевизор не смотрит YouTube. Подарили, говорит, телевизор сломался, племянники подарили ей планшет. И она говорит, сейчас смотрю, говорит, каждый день вот это вот все видео про Александра Шамана и вообще. И то есть уже начинает, то есть думает совершенно иначе, чем все ее поколение, которое в основном смотрит телевизор. Вот уже как пробудившийся такой человек. Вот бабушки, я не знаю, может, вот они тоже смотрят телевизор. Поэтому они не в курсе, что вообще происходит, какова реальная жизнь. Не та, которая рисуется на телевизоре, сказка, непонятно о чем. Где-то какие-то проблемы там в Сирии, Украине. У нас проблем никаких нет. Все хорошо и здорово, страна процветает, встала с колен. А если мы сейчас проедем по окраинам, кстати, у нас есть эта задумка, план и опросить, даже, ну, кто, может быть, даст интервью, просто показать, какие трущобы вообще здесь есть. Это только центр, это в Якутске, он очень небольшой. А вот люди, которые бедствуют, там живут на окраинах, какие там развалившиеся бараки, это все нужно осветить, показать людям, потому что не все так красочно и красиво у нас в стране, как нам показывает телевизор. Здания тоже красивые. Все это. Ну, это все построено еще при Советском Союзе. Большинство из зданий. Сейчас практически мало что строится, но такие коммерческие какие-то здания, офисы в больших городах.
Все покупается, продается, ничего не производится, никаких новых ни заводов, ничего. Нет, все поразрушено. Деревни развалины. Сейчас подойдем, спросим, что это тут молодой человек стоит, что требует. Здравствуйте. Что требует? Что? Что, ну, то есть, что вы хотите этим сказать, выразить? Полностью поддерживаю Саню Шамана за свободу, за народовластие, что была свобода. Свобода выбора, какая-то. Понятно. Ну, я не привык, вот. Ясно. Я понимаю, что стесняется человек. Ставлю, да. Вот, даже вот стесняясь, человек вышел на площадь посередине, встал и объясняет свою позицию гражданам. То есть все-таки переборол себя, вышел на площадь, встал. Хотя стесняется, конечно же, вот этих открытых камер. И сказать слово тоже, свои мысли на камеру не каждому под силу. То есть вообще страх публичного выступления стоит на втором месте после смерти вот так вот, перед человеком. И это большой барьер, который нужно преодолеть. Это странная закономерность. Пока мы не стали с плакатом, пока не включил камеру, был здесь более оживленный поток людей. Видимо, боятся, обходят стороной. Каждый замкнул в своем мирке. Боятся высказать свою мысль. Боятся не то, чтобы там... боятся критики в свой адрес. Как они ведут, что скажут люди другие. Уже поздно бояться чего-либо. Это собачка. И без напорки. Значит, немецкая овчарка. Так снимать не надо. Я только фотографировал.
Так, видел? Я дедушку буду снимать. Я... Разговор-то можно записывать? Нет. Тоже нельзя. Я по-русски плохо говорю. Ну понятно. Можно, Все, вот, как говорю, все стесняются, не хотят попадать в камеру. Газели, Да, который на газели. которого чуть там... Да, да, чуть-чуть там за. На 13 суток. Чуть-чуть на 13 суток. Чуть-чуть на 13 суток. Нажмешь, да? Ему тяжело надо. Да? У него Ну, я руки тут заняты. Ну, тогда я... Давайте как только нам к солнцу надо. Да, надо солнце, чтобы оттуда Нам надо светило. повернуться. Видишь же, да? Я тут тоже чуть-чуть не разбираюсь. Что-то вы снимаете. Видишь? Вот съемка идет. Вот это Или наоборот. Вот я не- вот. Это уже наш немало. Давайте к солнцу. Вы к солнцу повернитесь. Я вот третий вижу. Молодо. Боевой пес. Боевой пес Рекс. Здорово, пес. Дедушка от солнца заходит, как истребитель. Так, ты хочешь.
солнышко пронесу. Вот давайте зафиксируем такой факт. Мы практически уже час стоим, время пикета подходит к концу. Я приглашал вчера жителей Якутска поучаствовать в пикете, может быть, поддержать этот плакат. Смотрите, зафиксируем такой факт. Объективно, вот зрительно, публично. Ни один из жителей Якутска, ни один, не согласился поддержать этот плакат, прийти каким-то образом вот в такой форме, поддержать плакат за свободу шамана Александра Габушева. Объективно, это вот уже час заканчивается. Вот. Я просто думаю, ну вот представьте себе, власти, оценивая, как бы сказать, отношение людей к шаману, к Александру Габушу, оценивая, думает, да, у них там ни один вообще даже не вышел. Давайте-ка мы этого шамана в ночь на субботу на воскресенье возьмем, да и отвезем в эту психдиспансер. И вот его отвозят, да. Ну, силовой, это же легко делать. Это, в принципе, мы видели, как это делается, это все делалось на моих глазах. Обученные люди, на то они и спецслужбы, чтобы уметь это делать. И увозят. И вот я думаю, не будет ли вот вам, уважаемые жители Якутска, жалко-то, что вы-то, в общем-то, никак не показали, допустим, вот так публично, что вы вот против такого шага властей. Ну, по факту, вот смотрите, пикет заканчивается, никто не подошел, не поддержал этот плакат, одиночный пикет не получал. Вы отлично знаете, что в Москве очередь была желающих отстаивать свободу. Вообще какой-то вот тема пикета, очередь людей. А в Якутске это ваш земляк, это ваш. Вот объективно-то. Давайте подумаем над этим. Жалко-то не будет, если его упрячут. А? Давайте-ка подумаем. Но даже не в поддержку хотя бы Александра Габуша, ради своей собственной свободы. Кто-то может выйти и сказать, или просто выйти, никогда даже не говорить, просто выйти рядом стать. Давайте завтра организуем это. То есть, ну, просто люди выйдут и как бы молчаливым таким протестом выразить свое несогласие к тому, что происходит в стране. Это не призывая ни к чему какому-то там, какому-то экстремизму. Я просто говорю, призываю к вашей совести, к душе, чтобы как-то выражать свое несогласие. То есть, ну, хотя бы там по отдельности кто-то там выходить. Естественно, сейчас в эти митинги, в эти пикеты мало кто верит. Все ждут, может, более каких-то других действий. Ну, поживем и видим. Все знают, что обстановка в стране накаляется. Слепой только не видит этого. Поэтому не зря вот такими толпами ходят полицейские. Раньше достаточно было одного милиционера, который мог установить порядок там в том или ином районе. Сейчас все больше и больше полицейских, им повышают зарплату. А за счет кого повышают зарплату? Так вот за счет нас. То есть тех, кто работает, платит налоги. Они же ничего не производят. Все эти службы. Это надзиратели над народом за наши же деньги.
Милиция была рождена, как говорят, уже есть такая фраза. Милиция рождена революцией, а полиция коррупцией. Ну, можно загуглить и спросить Google, что такое милиция. А потом задать вопрос тому же Google, что такое полиция. И ясная формулировка дается этому всему, и понятие приходит в людям даже из-за того, что выдает интернет по этому поводу. То есть милиция призвана защищать народ, общественный порядок, а полиция призвана, то есть создана для того, чтобы защищать интересы господствующего класса. То есть господствующий класс от народа. Но у нас 21 век. Какой господствующий класс? Почему он есть еще у нас? Когда пробудится сознание людей, что человек должен быть свободен. То есть у всех должны равные права в выборе, в решении. То есть какие-то моменты все решать. То есть собираются народные собрания и решаются те или иные проблемы. А у нас возлагается это все на какого-то чиновника, который, в принципе, ему по сути и не нужно решать. Вот так, для отвода глаз. В основном делается все, чтобы обогатить свой карман. Поэтому власти рвутся к власти. То есть люди рвутся к власти, чтобы улучшить свое материальное положение и положение своих близких. Базовая 69. Ладно, на сегодня на этом заканчиваю свою трансляцию. Наш пикет закончился. Таван уже разминается, сидит, ноги затекли, устал стоять. Молодец, выдержался. И вот в окончании, ой, извини, Игорь, я бы в окончании вот, сказал давай пару слов. скажешь про окончание. Вот вы знаете, давай-ка я опять повернусь, а то я как в тени. Вот буквально как будто меня услышали люди. Я только что говорил, что не будет ли очень жалко. Я не понимаю даже иногда, что как бы я же чувствую, что люди поддерживают шамана, и вдруг никто ничего не. И тут же подходят люди, как будто они меня услышали, хотя они бежали, и они не знали, о чем я говорил вот сейчас вот, на трансляции. И говорят, вы знаете, мы следим за вами все следят, мы видим, мы следим, мы очень внимательно смотрим, так сказать, как вы, что вы здесь в городе. Но, говорит, вы поймите, стоит только кому-то показать свое лицо и встать рядом с этим плакатом, или жену уволят, или родственника уволят, или еще что-то. Вы поймите, говорит, нас. И пошли дальше. Вот, ну, конечно, я понимаю особенности именно Якутии, города. Особенности, может быть, менталитета, так сказать. Я здесь гость, я не понимаю некоторых вещей. Но, видимо, все надо объективно смотреть. Видимо, это особенность, это реальность сегодняшнего дня. Очень Так, страшная реальность. Она не только страшная, здесь. но она реальность. И в Бурятии Надо тоже признавать так. жизнь так, как она есть, а не рисовать в фантазиях какую-то счастливую, довольную, радостную, свободную жизнь. Нет у нас свободной жизни. Ну нет у нас свободной жизни. Вот поэтому мы и лозунг-то наш главный: за возвращение свободы в Россию. За возвращение свободы в Россию. Как бы не печально все это звучало, естественно. Все зависит от нас, людей. Будем проявлять больше свою гражданскую позицию, будут перемены. Не будем, не будет перемен. Ладно, всем всего доброго. До следующей встречи. Пока-пока.